великом множестве озер и рек Якутии больше 1000 рыбаков промышляют. Колымский и Вилюйский, Индигирский и Кобяйский, Быковский и Якутские рыбозаводы объединения Якутрыбпром до совхоза республики выловили в нынешнем году 6000 тонн рыбы. Из них 132 на счету бригады Никифора Григорьевича Новгородова. Это наш вклад в продовольственную программу, гордится бригадир, потомственный рыбак, уроженец здешних мест. Он и товарищи его по бригаде, как и многие якутские рыбаки, мастера рыбалки, профессионалы высокого класса. Поглядеть, как они не водят карася на Кобяйских озерах, залюбуешься. Там, за южным горизонтом, солнце скрылось до конца января. Пришла полярная ночь. И сейчас круглые сутки, даже в полдень, луна на небосводе. Север Якутии, зона арктических пустынь. На 100 квадратных километров 1 человек. Бывают, конечно, минуты. Все-таки человек, если один, это уже закон психологии, что человек это типа коллективное существо, он не может вне коллектива существовать. Вот у меня тоже был случай, что мне больше месяца пришлось одному прожить. Да, действительно, выйдешь, посмотришь, несмотря на то, что собаки хоть живые существа, но действительно, психика давится, даже ритм жизни, ритм сердца не такой. Все у тебя на пониженных тонах идет мироощущение и так, и мировосприятие. Если кто-то рядом есть, хотя бы километрах 7 вот у нас балок был, но он был пустой, рыбаки разъехались. А вот когда один за 200 километров за 100 нет никого вокруг, вот тогда действительно уже одиночество в полной мере ощущается. Вот именно это вот Джек Лондоновское белое безмолвие, когда не просто тишина, а, знаете, какое первобытное отсутствие звуков. Что-то такое там мерещится понемножку. Все будет так же после нас, а нас не будет. Когда нам мир сполна воздаст, то мира не убудет. По небу скатится звезда слезой горючей, и не останется следа. Обычный случай. Я вроде смерти не боюсь, хотя нелепо порвать загадочный союз земли и неба. Пусть даже ниточкой одной, едва заметной, стать одинокой тишиной над рощей летней, негромкой песней у костра, слезой поздней. Но так же было до меня и будет после. И все ж расстаться нелегко со всем, что было, и с тем, что радостью влекло, и что постыло. А кто-то выйдет в первый раз вновь на дорогу и сбросит листья старый вяз у наших окон. Все было так же после нас. И слава Богу. Наездишься в тундре, насмотришься на это белое безмолвие, и вернешься домой в Балок, пьешь горячий чай, слушаешь радио, значит, и настроение такое, знаете, типа философского находит на тебя. И стихи из журналов выбираешь, обычно философские какие-то, с раздумьями там. Значит, легкие стихи я сейчас уже почти не читаю. До Северного Ледовитого
на хорошей собачьей упряжке напрямик по Хромской губе 2 перехода. Доводилось Румянцеву Сергею Николаевичу и там рыбачить. А в эту зиму по реке Хроме стоят у него 3 ловушки на налима. От жилого балка до самой дальней 20 верст. Застолбил я тут границу своих владений, шутит Сергей. Неспроста же я друзьями титулован удельный князь Хромской. Ну, сам я, конечно, не местный, как и все здесь большинство приезжий. Ну, знаете, хоть фамилия у меня и Румянцев, это самая княжеская фамилия, российская знаменитая, а родом я Костромской, из крестьян, как говорится. Вот. Ну, ехал сюда на сезон, вроде хотел отрыбачить, заработать и уехать. И, как обычно, все сюда едут. И остался. Вольно здесь, природа. Экзотики здесь насмотришься. Неводом вот вытащили череп зубра бизона. Мамонты, допустим, это же такой зверь, что бивни у него бывает вот с бревно, а зубр с горшок. Довольно часто встречаешь здесь. А розовых чаек, допустим, тут, хотя где-то в журналах и читаешь, что они очень редкие птицы, тут они колониями целыми живут. Вот была фотография, что в Америку залетела розовая чайка и собрала человек 20, наверное, орнитологов, как свела гнездо и, значит, высиживает яйца сидит. С фоторужьями, значит, с треногами, с фотоаппаратами, наблюдают за ней, не дай бог ее потревожить, чуть не колючую проволоку вокруг нее. А тут я же говорю, что они колониями встречаются, и почивок ручные. Рыбу потрошишь, кишки выкидываешь, она тут же в метре тебя оттаскивает их в сторону и клюет спокойно, как ручные. Стерхи, допустим, белые журавли. Гнездовье рядом у нас с рыбалкой было. Почему он редким животным считается, редкой птицей? Несет-то стерх 2 яйца бывает и 3 иногда. Первый птенец, который появляется только из яйца, он выкидывает своих братьев, которые позже его появляются. И вот один вырастает. Прокормить 3 птенца или 2, вот не могут его родители. Если бы 2 было, они бы просто были 2 нежизнеспособными. Они бы к осени не оперились и не смогли бы улететь. Вот видите, вот вам, пожалуйста, борьба за существование уже отработана тоже тысячелетиями. Да, здесь главное выжить, подумалось мне. Ведь он не только рыбак, моторист, радист, плотник, охотник, наконец, повар, жене на зависть. Не потому ли и красоту тундры, скрытую от нас, киношников залетных? Ему, рабочему человеку, дано видеть зорче, чувствовать острее. Две лунки продолбить и вытащить из проруби котел, на эту прелюдию к рыбалке уходит около часа. А сейчас пойдет моя товарная продукция, говорит Сергей. Налим. Каждую ловушку проверяет он обычно через 5 дней, а эту вот дальнюю навестил через 2 недели. Рыбы за это время накопилось в ловушке больше, чем всегда, и работы на морозе прибавилось. Попотеешь. Задержка вышла от того, что пурга мела, и снегоход Буран ломался. Когда-то лет 6-7 назад доводилось Сергею и на собачьих упряжках рыбачить. А что надежнее в тундре? Собачки или этот твой полярный мотоцикл? Откажет в дороге назад пешком? Часов 5 ходьбы. А если пурга, долго ли выбиться из сил? Ждешь истории в духе Джека Лондона, смеется Сергей. Ладно, расскажу. То есть поехали на новое озеро, новые озера искать. Одно озеро мы обставили, сети стоят. Мы вдвоем, значит, без лошадников, без собак, проверяем. А 2 человек поехали, значит, Борис Советов, Володя Харитонов, 2 упряжки в одну соединили и поехали искать новые озера, обставлять. Ну, на промразведку вроде того. Ну, вот ехали с километр, все нормально вроде. Мы уже с Василием пошли по своим порядкам, сети проверяем. Ну, слышу, треск такой небольшой. Мысль такая была, думаю, не дай бог провалились. Посмотрел, вроде все нормально, видно их. Опять наклонился к сетям, проверяю. Вася уже кричит. Да благим матом орет, знаешь, это самое, как разрывает. Я поворачиваюсь, в чем дело? Он мне рукой машет, смотри, мол, не видно их. Я смотрю, точно, никого не видно. Ни собак, ни людей, все, голое место.
А отъехали уже километра 2. Не стал доставать, прогон обрезал ножом, чтобы не терять времени. И бегом. Обогнал Василия по дороге, снял телогрейку, скинул, шапку бросил, все. Подбегаю, Владимир уже этого Харитонов, значит, вылез уже на лед в это время. 3 собак успел вытащить. А дальше, ну что там, собаки в воде в этой среди льда бултыхаются, вылезти не могут, визжат все. А Борис, что интересно, он вырос в Тиксе, а все местные плавать не умеют. Ну, вода холодная все лето, практически учиться негде. И вот он на нарте стоит, ему оторваться от нарты нельзя, ко льду, значит, приблизиться. А нарта под его весом тонет. А он сделает 2-3 движения руками, значит, как всплывает вроде немножко. Голова появится, вздохнет 2 раза и опять под воду уходит. И вот так вот уже, ну, вода же ледяная. Василий подбежал только вдвоем, кое-как вытащили. Вот они обнялись, и мокрая вода с них течет, идут потихоньку. Мы собак пока вытащили, значит, нарту потом пока там пытались сюда достать еще на сети, там пешнет, бесполезно, потом до толстого льда оставили. Приезжаем домой, они обои там в трусах сидят, печка красная, ну хорошо, спирт у нас был немножко, выпили. И так, знаете, это ж километра 2 идти обледеневшему полностью, потому что уже на Борисе пришлось брюки разрезать, потому что коробом взялось, снять уже невозможно. Все. Володя забыл по суше немножко, потому что первый выскочил. Вот так. И хоть бы простуда, хоть бы кто-нибудь кашлял, тут, я не знаю, вроде не скажешь, что люди здоровьем железом отличаются, но действительно, может, эмоциональный стресс такой. Термометр утром показывал 36 градусов. 50 редко бывает, море близко. Тут ветры, они страшнее. А сегодня ветер умеренный. Тепло, сказал Сергей. Но мы ему не поверили. Как пошла продукция из котла, повел Сергей счет каждой рыбе. 1, 2, 3, 100, 200. Ну, рыбачить я начал с 70-го года, то есть 12 лет уже назад. Первый год поймал, ну, как вам сказать, летом тонны 3, ну, зимой тонны 1,5, 2,5. В общем, тонн 5 у меня примерно годовой вылов был рыбы. Оптимальные выловы у меня пошли где-то уже, годовой план я стал выполнять, там по 20 тонн ловить. Значит, где-то уже лет через 5, через 6, только от самого начала рыбалки. В этот день, 27 ноября, когда он выбросил на лед последнего налима, вышло 357 штук. Значит, примерно тонна. Тонна – среднемесячный план рыбака. Вот он, этот план, перед вами. Я уже считал, что я достиг всех вершин рыбацкого мастерства. Мог поймать, чисто сетями мог поймать только за зиму, допустим, тонн 12-15. Но, видите, оказалось, что многого я еще не знал. И вот поэтому, когда меня наш инженер добычи уговорил съездить в Тобольск на курсы повышения квалификации, я там учился, то там узнал очень много полезного и нужного. То есть, опять же, учение света, не учение тьма. Научился строить ловушки, научился строить невода. В общем, практически любое орудие лова, которое употребляется у нас на внутренних водоемах, я смогу сам уже и построить, и сконструировать, и как-то даже видоизменить. Начало этим рекордным тоннам положил он еще летом, когда примерял на реке Тоню, искал самое мелкое место на перекате, колышками размечал, где ставить ловушки. Знал по опыту, сюда и двинется охотнее налим в зимнюю пору. В октябре, когда лед окреп, начал строить ловушки. То, что мы видим, котел, только часть ловушки. Подо льдом реку перегораживает, как плотина, сетевое крыло. От него идут хитроумные лабиринты, открылки. Короче, целое хозяйство. Двор, как говорят рыбаки. И построил его Сергей по самой сложной схеме. Здесь не только ремесло и технология, талант рыбацкий, если хотите. Ну, это прошлый год я поймал уже 32 тонны, 32,5 тонны. То есть уже рекорд по республике, по нашей. Значит, в этом году поймаю еще больше. Мне уже тонн около 35 выйдет. За 10 месяцев нынешнего года уже выдал Сергей годовой план на 200%. Ну, за счет чего это у меня такие результаты? Рыбак должен очень многое знать насчет того, как поставить сеть, где ее поставить, будет ли рыба икру метать в этом озере или не будет она ее метать. В общем, очень много сложностей, много нюансов, до которых доходишь буквально годами. К 7 октября, Дню Конституции СССР, выполнил Румянцев свою личную пятилетку. Неспроста же носит титул «Чемпион рыбак
Якутской АССР. Перед обратной дорогой подкрепиться строганиной из вчера летнего улова. Летом идет ряпушка, муксун, омуль, нельма, сик, осетр. За ними ходят артельно, всей бригады, на моторках, с сетями, неводами. Сани с рыбой и домы-киношники – тяжелый груз для бурана, а потому улов вывезет завтра, за 3 рейса. Правда, за ночь килограммов 5-10 песцы растащат. Песцы, волки, совы, куропатки. Живет же тундра и зимой. А где все это? Почему нам не встретить? Когда это было? Это у нас было... Да, в 77 году мы на Сандурновских озерах рыбачили. Ну, ребята, вот я говорил, 7 километров от нас балок было. Ребята приехали нам в гости. В карты поиграли там, выпили немножко. Ну, часов в 6 утра только они уехали на собаках от нас. Уехали. Мы ложимся спать, все. А у Николая в упряжке, у него сучка была. И, значит, она гуляла в это время. Слышу, собаки гам такой подняли. В общем, чуть не светопредставление. Ну, думаю, кто-нибудь опять сорвался и к сучке. Это остальные вроде ревнуют. Выбегаю на улицу, значит, с фонариком, подбегаю, там кто-то трепет букваря, собака у нас. Уцепил его за шиворот и трепет. Подбегаю, а у меня Сенька был, собака, здоровый кобелина. Я подбегаю, хочу, думаю, со всего разного, как влеплю сейчас тебе. Сенька, кричу. Он бросает этого кобеля, значит, букваря, и поворачивается ко мне, свои такие глаза вот по пятаку и зеленые светятся. Вот такая пасть и кровавая. Я икнул, и в балке только очухался. Колька, значит, переворачиваю, у него ружье лежало возле стенки. Переворачиваю, в чем дело, значит. Я говорю, да подожди, ты волк. Он опять, говорит, шутишь. Ну, плюс я шучу. 7 раз я по нему выстрелил, Колька светил по нему. Он бросил этого букваря потом уже, правда, он его порвал хорошо, и уходить стал. Догоняю этого волка, он поворачивается ко мне и на меня уже. И такой, я забыл, что у меня ружье в руках. Что у меня в руках? Я вот так вот, фонарик одной рукой, а другой ружье, я так вот, с диким воплем. Но он посмотрел на меня, подумал, что за дурак тут с ружьем прыгает. Так он от людей прячется, вообще его не увидишь, только следы. Редко-редко, да, волк очень осторожно, никогда на человека не нападает, но оленей хватает. Пора домой. Успеть на связь по рации с ребятами из бригады. Николай Ягачев, Виктор Улитин, Сергей Болдырев на озере Малакун. Это в 100 километрах отсюда на юго-запад. А в 70 километрах на север, на Муляхской губе, Виктор Литкиман и Тулиджан Маткаримов. И еще 30 рыбаков Индигирского рыбозавода промышляют в тундре. В Межрыбицу в период ледохода или достава навещают семьи в поселке Чекрудах. Я бригадир, по делам чаще в райцентр летаю, говорит Сергей. Правда, отпрыски мои каждый день могут созерцать папашу, когда в школу идут. Я там рядом, маячу. Ну, о сходстве молчу. Сами судите. Ну, а главное, чем север дорог? Что я приехал сюда вот 12 лет назад? Ну, молодой, зеленый, что там, 20 лет не только-только было. Да и характер у меня был мягче, и в жизни разбирался хуже. Здесь, знаете, как-то и природа, и отношения между людьми, все на простоту на какую-то настраивают, на откровенность. Могут в глаза сказать то, что тебе на материке никогда никто в глаза не скажет. Если в человеке что-то хорошее, то хорошее в нем проявляется, плохое или глушится в нем, или вырабатывается настолько ярко, что его выгоняют просто, изживает новый коллектив из себя. Действительно, и моральная атмосфера, и сама природа человека здесь как бы шлифует.